Исәнмесез, кадерле дуслар! Без сезнең белән ошашыга шатбыз. В эфире телеканала ОТВ программа «Нәни Энҗеләр. Маленькие жемчужины». «Маленькие жемчужины» – это конкурс, который с 2013 года на Южном Урале проводит Конгресс татар Челябинской области. Совсем еще маленькие девочки, ученицы начальной школы, постигают основы вокального искусства и хореографии, изучают рукоделие, национальную кухню, родной язык. Жюри оценивает их способности и усердие. Имя лучшей из них объявляют во время торжественной финальной церемонии. В прошлом году победу одержала Ирина Ахметова, а в нынешнем сезоне она станет ведущей телевизионной программы и будет рассказывать о том, как участницы конкурса справляются с непростыми заданиями. Но сначала их ждет отборочный тур. Добро пожаловать на самый удивительный и непредсказуемый детский конкурс. В этом году маленьких подопечных у Конгресса татар Челябинской области станет еще больше. К жемчужинам добавились батыры. В конкурсе впервые примут участие мальчики. Отдельный проект решено провести для малышей, которые в школу пока не ходят. Знакомьтесь, маленькие и веселые капельки. Выйти в их возрасте на сцену – это уже серьезное достижение. Şilevi şehrinde yaşayıp hem balalar kokuşasına yürüyor. У семьи Соны Арапетян нет татарских корней, но родители решили, что девочка обязательно должна принять участие в конкурсе. Это поможет ей научиться уважать представителей разных народов и разговаривать с ними на одном языке. Готовясь к выступлению, Сона, пусть совсем немного, но все же учила татарский. Мы песни пели, мы еще стих уже учили. И мы рассказ придумывали еще. Чем раньше в жизни ребенка появится национальная культура, тем лучше она станет важной и неотъемлемой частью, поможет понять себя, добиться большего, опираясь на наследие предков. С этим согласна и Реда Кабирова, председатель Национального культурного центра «Мирас». Сегодня на сцену выйдут сразу двое ее внуков. Мен үлем балалар шундый тырышып әзерләнделәр. Ул аларның инде менә беренче ынтылышлары. Мен үлем менә шулай безнең детсад балаларынан башласак, ул бигрәк тә әйбәт булыр. Чөнки алар уялмыйлар, курыкмыйлар, аларга шунысы рәхәт, алар сәхнәгә менеп үзләрен күрсәтәләр. Аларның ничек басып торулары, ничек үзләрен китереп киюләре, и шулай киемнәр белән алар бик шатландылар. Барыгызны да мин чакырам, катнашыгыз, балаларыгызны телгә өйрәтегез. Идея проведения национального конкурса для малышей родилась в детском саду номер 28. Сначала в нем принимали участие только его воспитанники. Потом конкурс стал районным, а при поддержке Конгресса татар – областным. Заведующая Айгуль Кириллова рада, что идея педагогов детского сада выросла до таких масштабов. Очень хотелось бы поблагодарить педагогов, взрослых, родителей и, конечно, Конгресс татар в лице Лены Рафиковны за то, что у наших детей есть возможность блеснуть сегодня на этой сцене и показать свои первые творческие победы. Спасибо. Родители и сами капельки к участию в конкурсе отнеслись очень ответственно. И чего только не увидели члены жюри. И танцы, и маленькие спектакли, и акробатические номера. Все, кто присутствовал в зале, смогли убедиться – возраст таланту не помеха. Наши самые юные участницы оказались еще и самыми талантливыми. Они до того были непосредственно, они зажигали своей, наверное, вот этой детской искренностью глаза не только жюри, но и всех сидящих в зале. А теперь капельки уступают место жемчужинам и батырам. В этом году главной темой конкурса станет поэзия Габдуллы Тукая. Сначала участники отвечают на вопросы ведущих, и, стоит признаться, справляются они на отлично. А теперь угадайте, с какого произведения предмет. Топор.
Шурлем. Молодец. Мы надеемся, что имя Габдуллы Тукая вам хорошо известно. Его стихи любят и взрослые, и дети. Почему его считают самым великим татарским поэтом, расскажем вам прямо сейчас. Габдулла Тукай родился в небольшой деревушке под названием Кушлауч. Среди его родных по отцовской и материнской линии был не один мулла, а это значит, семья была образованной, несмотря на, казалось бы, простое деревенское происхождение. В 4 года Габдулла остался круглым сиротой. Он жил то у деда, то в приемных семьях, так и не сумев понять, что такое родной дом. Своего дома у него не будет никогда в жизни. Его литературный талант проявился еще во время учебы в медресе. Он не только пишет сам, но и переводит на татарский язык стихи великих русских поэтов. После переезда в Казань Тукай работает в газетах и журналах. Сегодня мы бы сказали журналистом и редактором. Литературное издание служит еще и своеобразным клубом общения для прогрессивной молодежи того времени. Он много пишет, создает свои выдающиеся стихи и сказки для детей. Иногда путешествует. У Тукая очень слабое здоровье. С ранних лет он болен туберкулезом. Поэт посещает Астрахань, Уфу, Петербург. На одну ночь по дороге в Казахстан останавливается в городе Троицке Челябинской области. Народ очень любит его стихи. Ведь именно простые люди становятся для него главными героями. Многие его произведения считают народными, настолько они близки к фольклору, которому так искусно подражает поэт. При этом он в совершенстве владеет 5 языками – татарским, арабским, персидским, турецким и русским. Его творческий путь был очень коротким – неполные 8 лет, но за это время написано 9 поэм, более 400 стихотворений, 350 рассказов, очерков и воспоминаний. Габдулла Тукай умер в возрасте 26 лет. В день его похорон, в знак траура, в Казани были закрыты практически все магазины, фабрики, школы и медресе. Еще не раз в нашей программе мы вернемся к замечательной поэзии Габдуллы Тукая. А теперь давайте познакомимся с жемчужинами и батырами поближе. Символ конкурса – маленькая Инже, и его участницы Лейсан Назмеева словно сестры-близнецы. Мама закончила шить костюм накануне отборочного тура в 3 часа ночи, но труды того стоили. И решили как выделиться, удивить. Вот. Ну и прототипом, конечно же, стала вот эта девушка, которая на сцене, на картинке. Вот. И захотели шить подобное платье, то есть как наша маленькая жемчужина. Удивить жюри пытались каждый из участников, и, стоит признаться, у них это получилось. У Ангелины серьезный опыт сценических выступлений. Правда, к черлидингу она пришла не сразу. Другие я танцы ходила, бальные, спортивные. Спортом увлекаются многие участники отборочного тура. Среди них Исмаил Леонов. Настоящий поединок продемонстрировал членам жюри этот маленький батыр. Меня папа научил это делать. Он меня отдал в секцию. У меня тренер называется Егор. Он у нас специалист по дзюдо и по самбо. Он учит меня делать броски, приемы всякие. И у меня есть партнер, его зовут Арсений. Я с ним все время делаю приемы на нем. Мы приходим все время, я с ним дружу. И он мой друг. Наверняка на конкурсе Исмаил найдет себе новых друзей. Все батыры выступили очень достойно. Девочки тоже не отстают. Костюмам они уделили особое внимание. Важной оказалась каждая деталь. А вот эти вот штучки, мы когда на концерт этого, как его, Ришат Тухватуллина ездили, там на неком не взяла эти на косички. А вот это платье мне сшили. Были среди участников и артисты разговорного жанра. Виктория Загуменнова представила жюри исполнение сказки «Репка» на татарском языке. Ей удалось настолько развеселить зрительный зал, что провожали девочку бурными аплодисментами. Если вы
будет вопрос про сказку, ее было нетрудно выучить. Ну, может быть, трудно, но может быть не трудно, я не помню. Искренние, открытые, добрые и очень талантливые участники. Именно поэтому детский конкурс так любят его организаторы. Каждая встреча с детьми словно праздник, и не остается никаких сомнений. Историю, язык, культурное наследие нужно сохранить ради них. Дети, они, конечно, всегда очень искренни. И вот эта энергетика, которая сегодня царила в зале, она зарядила нас на долгие-долгие месяцы нашей работы. И мы, глядя в глаза этих детишек, их родителей, бабушек, дедушек, понимаем, что конкурс действительно имеет очень важное значение. Не только в жизни татар Челябинской области, но и, наверное, в жизни каждого человека. Потому что этот наш проект, этот конкурс, он воспитывает уважение, любовь к своей культуре соседнего народа, трепетное, уважительное отношение к языку. После завершения отборочного тура участников конкурса ждут невероятные приключения. Им предстоит совершить удивительное открытие, узнать много нового, пройти интересный и непростой путь. А помогут им в этом педагоги нашего проекта. Мы приглашаем и зрителей присоединиться к этому увлекательному путешествию. Будет интересно и очень весело. Безнен программа шунын белян тымамлана. Ина ышашылар кытып калабыз. Сау булыгыз. До новых встреч! А в следующей программе юных участников конкурса ждет первое серьезное испытание. Вооружившись ножами и скалками, они научатся готовить самые популярные блюда татарской кухни. Кто справится лучше, мальчики или девочки? В каком возрасте дети должны уметь чистить картошку? И обязательно ли вкусный десерт должен быть красивым? Об этом и не только вы узнаете в нашей следующей программе.